грозил голод, мы не знали, как оплатить долги, мы не знали, что делать. Я поняла, что очень много неравнодушных людей есть, оказывается, на этом свете. И просто пошли какие-то многочисленные репосты, пошли многочисленные поступления. Я написала последний пост, не надеясь вообще ни на что. Но в глубине души я все-таки верила, что что-то должно произойти, что-то должно быть такое. Но не могут животные, которые ни в чем не виноваты, остаться голодными. И чудо случилось. Привет. Деньги стали поступать. То есть у меня телефон бесперерывно, вот звук смс, вот, который тыш, да, там идет. И это, знаете, непрерывно просто. Вы знаете, вот я сижу такая и думаю, боже, что происходит вообще? Что вообще тут происходит? И, понимаете, когда вот от полного краха, когда ты, то есть, вот понимаешь, что все, конец, уже нету больше никакого выхода. И когда ты утром встаешь просто и понимаешь, что все возможно, что все благодаря неравнодушным людям, все возможно. Если бы люди вот так чаще откликались, то ни один приют бы не утопал в долгах. Ни один приют бы ни в чем не нуждался. Ведь не важно, какую сумму человек переводит. Даже если каждый человек переведет по 1 рублику, уже будет колоссальная, огромная помощь. Приходы были очень-очень разные. То есть от 1 рубля до 200 тысяч. И люди переводили все, кто сколько мог. Очень было приятно даже, знаете, читать вот комментарии к сумме, где писалось, что все, что было, то есть, понимаете, все, что было на карте, люди переводили свои последние деньги для того, чтобы помочь нам выкарабкаться вот из этой ситуации. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.